На часах 10 утра в аэропорту Магаса готовится встречать воздушное судно из Сочи. Прямой рейс вновь запущен. В это время из республики готовятся к вылету обратным маршрутом порядка 60 человек. А пока пассажиры проходят регистрацию и проверяют багаж. Анастасия Власова неожиданно для себя стала первым пассажиром нового рейса и по доброй традиции получает приятный подарок – сертификат на бесплатный перелет по всей маршрутной сети авиакомпании «Азимут». Первый клиент, который купил билет на этот рейс, мы выдаем ему сертификат, пожалуйста. И также просим вас подписаться здесь. Для меня это вообще сюрприз и полная неожиданность. Я не знала, что это первый рейс. Вообще мы летали не из этого региона, то есть мы летали из Екатеринбурга. Тут как бы пришлось искать тоже вариант. Ехать на поезде с маленьким ребенком не очень удобно, мы уже так пробовали. Это и долго, и некомфортно. И вот такой вот перелет, такой вот вариант нам очень подошел. Рейс Магаз-Сочи в Ингушетии уже запускался год назад. Однако с авиакомпанией «Азимут» Ингушетия сотрудничает впервые. Ранее многим приходилось ездить с пересадками или же выезжать в Сочи на автотранспорте и стоять в многочасовых пробках, либо ехать на поезде, что тоже отнимало много времени. Сейчас же пассажиры рады, что смогут добраться без всяких неудобств. Об этом рейсе прямом я узнала совершенно случайно. И именно по этой причине я и прилетела в Ингушетию, потому что, в принципе, мне было совершенно все равно, куда лететь. И вот мне в рекомендованных рейсах был предложен такой рейс по очень выгодной цене. А мы с друзьями едем к своему товарищу в Адлер. У нас в Магасе появился прямой билет. Мы очень этому рады, потому что мы можем туда ехать без пересадок. Тем временем самолет приземляется и проезжает через водяную арку. Это уже давняя традиция – встречать воздушное судно, выполняющее новый авиарейс. Через считанные минуты на трап выходят пассажиры. В пути никто даже устать не успел, долетели с комфортом, а самое главное – быстро. Первый раз этими авиалиниями летим и с пересадкой. Если бы не погодные условия в Сочи из-за тумана, то был бы достаточно быстрый перелет. Но задержка была все-таки на 1,5 часа. Все равно это не так долго оказалось лететь. Удивительно, что 50 минут всего, и мы уже на месте. Любим отдыхать в Сочи, ездим часто. В Ингушетии живут друзья. Долетели отлично, погода хорошая, прекрасный вид. Все понравилось. Первый рейс, да, мне жена сказала. Я говорю, вообще что ли первый? Она говорит, да. Я говорю, ну это прикольно, говорю. Смотрю, даже ТВ приехал. Так, в принципе, хорошо, летели красиво. Горы с одной стороны. Так, этот вид, конечно, шикарный. Время полета составило меньше 2 часов. Рейс выполняется воздушным судом «Сухой Суперджет». Он рассчитан на 100 мест. Командир авиалайнера за всю свою трудовую деятельность в Ингушетию прилетел впервые. Мы очень рады, что наша компания сегодня выполнила в аэропорт Магаз первый рейс. Погода сегодня прекрасная, долетели хорошо, но немножко туман в Сочи нас подвел. Пришлось вылететь поздно, самолет прилетел поздно из другого рейса. В остальном все хорошо, прекрасно, аэропорт хороший. В последние годы Ингушетия активно расширяет воздушные связи. Запуску нового авиарейса посодействовал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Рейс Магаз-Сочи не только повысит мобильность жителей самой Ингушетии, но и позволит сделать регион еще более привлекательным для туристов. И в прошлом году, и в позапрошлом году эти новые рейсы, они показали себя достаточно хорошо. Они привлекают туризм в Республику Ингушетия. То есть регионы уже не через Москву, а уже напрямую могут прилетать, посещать нашу республику. При общении с туристами я с ними общаюсь, и им очень нравится. Им очень нравится, что это прямой рейс, и очень нравится сама Республика Ингушетия. Это второй новый авиарейс, который запущен в этом году. Аэропорт Магаз уже наладил прямое авиасообщение с Самарой. Помимо этого, с 5 апреля вылететь из республики можно будет и в Санкт-Петербург, а 7 апреля еще и в Тюмень. На летний период в наших планах это возобновление рейса на Петрозаводск, который в прошлом году летал и очень себя неплохо зарекомендовал, неплохо показал. Также новые направления. Это Уфа и Екатеринбург. То есть работа нами ведется при активном участии
главы Республики Ингушетия, при содействии нашего, при организации Министерства промышленности и цифрового развития. Ну, вот совместными усилиями вот эти рейсы мы открываем. Рейс запущен еженедельно по воскресеньям. Самолет из Сочи вылетает в 10:20. В 11:40 пассажиров уже встречают в Ингушетии. Обратный вылет в 12:40. Билеты доступны на сайте авиаперевозчика по минимальным тарифам от 800 рублей. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.